Вот. А хотел я еще в конце рассказать один случай. Это действительно бывший случай, вот, который немного характеризует и наш чеченский гурский гылк. Это событие, которое действительно имело место. Это было более 100 лет назад. В 1905 году началась русско-японская война, и вот в это время формируется национальная часть на Кавказе. То есть русское правительство старается привлечь инонациональные силы, людей, вот такие объединения, чтобы они оторвались от Родины, чтобы, то есть это потихоньку вовлечение именно в сферу русскоязычного мира. Вот. Им платили довольно хорошие жалования, и, конечно, горцы шли, потому что земли после Кавказской войны у них были отобраны, они, в принципе, арендовали свои же земли у казаков, вот, и жили впроголодь. Это, в принципе, не секрет, это в любой книге, справочнике, там по документам написано. Вот. И вот формирование происходило и в селении Дойкруэл. Дойкруэл – это селение на Тереке, все знают, сейчас называют его Толстой Юр. Вот. Кстати, тоже интересная история связана с этим названием. И вот записываются добровольцы, и записался добровольцем Ташат Исмахилов, житель селения Дойкруэл. Вот. По воспоминаниям, он был очень видный, статный человек, высокого роста. Вот. Молодая семья, ребенку где-то, мальчику где-то около 5. Вот. Кстати, об этом рассказал мне двоюродный племянник Ташита Исмахилова, Абдрахман Лалаев. Да, где что это сюда уехал. Он жил в Казахстане, недалеко от нас, в городе Мерке. Вот. Он был лет на 20 старше моего отца, но вот эта совместная жизнь в Казахстане, и вот до самой смерти мы поддерживали очень близкие связи. Вот. И мы с детства его считали даже ближе, чем братья отца. Он был очень близкий нам человек. И вот я немного отступлю. Он очень часто бывал у нас, и у него была привычка, когда он что-то говорит, ради души Таши, ради чести Таши. Вот у него поговорка была: Таши сиина, Таши силол. А я в это время прочитал сборник научно-исследовательского института, и там была статья, по-моему, кандидат наук, по-моему, Джамбулатова, она была ингушка. И вот у нее статья там о восстании чеченской и кабардинской сотнях в Маньчжурии. И вот это восстание, там не платили жалования, с продовольствием были перебои, им приходилось там и мертвых лошадей забивать. Вот. И они подняли восстание: если не платим, отправьте нас домой. И вот их арестовали. Таша в сотне, он был как нижний чин казачьих войск, как сержант, видимо, такое звание. И вот такое же звание был, по-моему, Кирефов, я сейчас точно не помню, кабардинец. Их обоих приговорили к смертной казни через повешение. И 20 с чем-то всадников чеченской и кабардинских сотен приговорили, по-моему, от 15 до 20 или 25 сроки дали, ссылки. И вот как раз она приводит документ о том, что их приговорили, значит, к повешению, и она описывает, что в документе говорится о том, что когда на виселицу они поднялись, и веревки уже накинули петли на шею, и в это время они зачитывают приказ по обращению к командующему
русскими войсками в Маньчжурии, сейчас я фамилию на слух не помню, Николай II подписал помилование Таше Тасмахилову и заменил смертную казнь. Это, в общем, там формулировку за храбрость, проявленную в боях перед этим, вот, заменил смертную казнь и заменил 20 годами ссылки. Вот, это я немного отступил. Вот, и вот очередной раз вот он рассказывает, вот Абдрахман Лалаев, мы его все назвали Адам, потому что мы его очень любили. Вот, действительно, даже сейчас, вспоминая днем, да, на душе светло становится. Этот человек был, ну как вам сказать, как энциклопедия, он очень много знал. Вот, и вот этот Адам в то время тоже был молодой, вот, когда Таша ушел на фронт. Вот. Они узнали, что Ташу приговорили, они старались, писали, к начальству ходили, собирали деньги, но ничего не получилось. После этого проходит время, потом, значит, Первая мировая война, потом приходит 17-й год, вот, и селение Доекрол полностью сжигает. Я потом вам об этом расскажу. Вот. И они, жители этого селения, кто остался в живых, они прорываются в Атагиев, Рус-Мартан, там другие села, вот, и возвращаются уже в 2020 году. Вот. И вот где-то в 24 году Абдрахман говорит, я, говорит, работаю во дворе, там что-то делаю, и смотрю, идет, говорит, старые рваные шинели, седые космы, говорит, торчат во все стороны, какой-то шапки или тряпки, что-то бесформенное на голове, с какой-то палкой и с мешком, с торбой. Старик, а обычно в то время, говорит, много таких было, говорит, ну я подумал, что, наверное, как очередной русский вот, за подаянием идет. И он проходит, говорит, я посмотрел вслед, говорит, он проходит мимо моего двора, и заходит во двор, говорит, моего дяди, младшего брата отца. У Абдрахмана отца давно не было. Заходит туда, но я не придал, говорит, значения, работал во дворе, потом смотрю, а его во дворе нет. То есть он вошел в дом. И уже прошло минут 15, а него. Я, говорит, удивился. Но обычно, когда кто-то приходит за подаянием, говорит, ему там хлеб или что-то дают, говорит, он уходит. И я, говорит, захожу туда, и они сидят друг против друга, говорит, мой дядя, и, говорит, и вот этот старик, и у обоих слезы, говорит, текут. Я, говорит, удивился. Вот. И дядя посмотрел на меня и говорит, Абдрахман, подойди. Вот, говорит, Таша. И Таша, говорит, ты помнишь, говорит, Абдрахмана, сына, говорит, старшего брата? Вот. А тот, говорит, видимо, очень плохое зрение, он посмотрел, говорит, мы обнялись. Вот, и вот, говорит, покушать там принесли, они кушают, все. Вот а я, говорит, ничего не могу сказать, потому что перед старшим ничего нельзя. А я, говорит, думаю, а что ж дядя ничего ему не говорит? Вот. А дядя, говорит, у меня, говорит, он даже в возрасте был, он шутник, говорит, как был, говорит, он любил, говорит, от человека так, вот, знаете, вот, на нервах поиграть. Вот. И Таша ничего не спрашивает, потому что ученцам в душе не принято сразу что-то спрашивать, особенно о близком. Вот. И вот они, говорит, сидят, ему принесли покушать, говорит, я принес воды, он покушали, все. Вот. Опять, говорит, дядя обо всем говорит, а я вижу, говорит, Таша напряженно сидит. В конце концов, Таша не выдержал и сказал, говорит, слушай, вот когда я уходил, у меня жена была, он назвал имя жены, говорит, а что с ней стало? Вот. Он говорит, жена, вот сейчас поедем к ней. Вот, оказывается, он своему сыну сказал, чтобы он запряг лошадей. А мы поехали на бричке, говорит, а она болела, и ее братья забрали там, на Теречном районе селение. Вот. Всю дорогу Таша молчит. Говорит. Дядя, говорит, постоянно говорит. А я, говорит, злюсь, но ничего не могу слова вставить. Приехали туда, отходят в комнату, вот, и дядя, говорит, там называет по имени свою сноху. Вот. А ты знаешь, кого я к тебе привел? Ты узнаешь его? А та, говорит, лежит в постели, она очень слабая, она так посмотрела, говорит, прищурившись. Нет, говорит, я его не узнаю. Но вот глаза, говорит, похожи на глаза Таши.
то есть своего мужа. Вот. И вот они посидели, говорит, поговорили, мы, говорит, вышли, говорит, он с женой поговорил. Говорит, я, говорит, помню, говорит, он сказал, ты знаешь, все эти годы я стремился домой, чтобы увидеть тебя живой. Вот. Я рад, что ты живая. Я никогда бы не вернулся бы, если бы не надеялся, что найду тебя живой. Вот. Ну, они поговорили, там все, и едем мы обратно. Опять, говорит, Таша молчит. А дядя, говорит, рассказывает случай, все такое. И вот когда уже подъезжаем, говорит, к селению Дойкра, и Таша говорит, говорит, ты знаешь, когда я уходил, у меня, говорит, ребенок был, мальчишка. А, да, говорит, сейчас приедем, говорит, посмотрим. Ну, подъезжаем до дворов, говорит, и Адам говорит, я смотрю, а, говорит, там человек 12-15, говорит, молодежи, именно возраста сына Таши. Вот. Оказывается, дядя перед отъездом, он сыну сказал, собери молодежь, пусть они хорошо все одеты по праздничному и придут во двор. И они все одеты в черкесках, стоят, говорит, в папахах. Вот. И он говорит, Таша, говорит, вот стоят молодые ребята, своего сына ты узнаешь из них? И вот Таша, говорит, медленно со своей палкой, он прошелся один раз, вернулся обратно, сказал, ей-богу, не знаю, если не он. Вот, и показал на свою сына. Адама, говорит, сын, говорит, сразу вышел, ему объяснил, говорит, дядя, говорит, что это твой отец. Вот, он обнял своего отца, говорит, и вот оставшиеся вот эти 2-3 года, он в 27-м году умер, он, говорит, очень смотрел, говорит, за своим отцом. Вот. А жена Таши умерла буквально через месяц-два после его появления. Вот. Ну, конечно, я так не могу рассказать, как рассказывал Адрахман, вот, но это случай очень-очень интересный. Действительно, это о жизни. И кстати, вот этот гилк. Ну, сейчас, если бы мы были, мы бы сразу начали спрашивать, а где моя жена, а где мой ребенок? Понимаете, в чем дело? Вот этот гилк, который сохранялся вместе с языком.